Дорогие друзья, ну вот мы снова находимся в Якутске среди дач. И идем мы, дорогие друзья, к нашей старинной знакомой. В 2021 году в августе мы здесь снимали передачу на этом дачном участке. И наша героиня Анна Петровна Байшева как раз построила дом на своем дачном участке и его облагораживала. Ну что, друзья, посмотрим, что за эти годы произошло на этой даче, какие изменения. Вперед! Тук-тук. Анна Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Да. Мой сад-огород. Пойдемте. Прошло 3 года, как в сказке. И вот Да. через 3 года мы снова у Анны Петровны. Ну что? Пойдемте. Покажу вам свой сад-огород. У меня двор большой, 25 соток. Я вам тот раз уже рассказывала, что у меня та сторона была затопляемая. Туда 150 камазов песка я засыпала. И вот построила дом, и там облагородила участок. Ну и это все делается не сразу, потихоньку, со временем. В этом году вот мое нововведение, украшательство двора. Вот видите, маленький заборчик, палисадничек сделала, березы отделила от сада. И тут у меня стоят мои цветы многолетние. Осенью я сею где-то в октябре, когда уже подморозит, семена многолетних цветов. Я их размножаю, рассаживаю. Я давно увлекаюсь многолетними цветами. В какое время вы их высаживаете? Где-то в конце октября, когда подморозится земля, перед самым снегом, даже можно и под снег даже И сеять. на улице оставляете? Оставляю так, и вот как они были посеяны у меня в октябре месяце, так они стоят. Кое-что еще не взошло. Это рябина-кизильник, это марин корень, это те цветы, растения, саженцы, деревья, которые могут всходить семена 2 года. Анна Петровна, вы накрываете их там, допустим, каким-то целлофаном, каким-то... Нет. Нет, в общем, как посеяла, материалом? снег укрыл их, весной снег растаял, промочил. Моя задача только в течение летнего сезона их поливать. Вот что-то взошло уже, вот у меня ругозы взошли, аквилегия взошла розовая. Это дрог. Подкормку я им не делаю, потому что малышня, я могу сжечь, поэтому земля очень удобрена. Тут в основном перегноя много, и сапропель я еще положила. Ага. Обратите внимание, дорогие друзья, на ротанговую изгородь. Наша героиня специально для съемок плела каждый вечер вот этот ротанг, чтобы показать, друзья, как можно красиво оформить зону для многолетников или вообще любую другую зону. Отделила. Да. Или огород это пусть будет, или в данном случае здесь будет наверняка у вас ну, со временем тут, цветник да. какой-то, да? Вот цветы, называется будра плющелистная. Она очень хорошо оплетает. Вот посадила в прошлом году маленький кусочек. Сейчас уже, видите, она уже оплела вот больше метра. Я думаю, что она в будущем, здесь у меня будет такой зеленый уголочек полностью из одной будры плющелистной. Здорово. Смотрите, Анна Петровна, ваш сын занимается сваркой, да? То есть Да. он как бы сделал вот эти вот, ну, скажем так, основу, да, Да. для вашего палисадничка. А уже ротанг вы плели сами. Да, сама. Он у меня вообще золотые ручки. Вот он у меня мусорный ящик сделал, кованный, очень удобно. Вообще очень много изделий сын сам делает, выгибает сам из арматуры. И вот делает для дома такие вот кованые мангалы, дровники, В общем, вот арки. Такая творческая семья. Сейчас покажу, да. У меня здесь очень много, это у меня сторона получается садовая, огородная, то есть смородина. Тут у меня сорт черный аист, потом ядреная, мила. Тут тоже мила сидит, растет. И вот смородина очень красивая, очень пышная, много, да, у меня очень много смородины. сортов. Ой, какой вот, богатый урожай вот обещается. такая, видите, кусты, конечно, А что ломятся. это что за сорт? Это сорт ядреная. Она очень крупная, еще пока ягода не созрела, но, по крайней мере, видите, какая Ой, она какие уже. крупные Да. ягодки. Ягоды Вот это очень да. много. Вы замораживаете или варенье? Как? Ой, и замораживаем, и варенье, и раздаю. Очень много ягоды. Да. Ну Очень вот, много у помидоры, вас ягод. сорт у меня «Поцелуй герани», мой любимый сорт. Я сажу его где-то 7-8 лет уже. Внуки только эти помидорки любят. Они, во-первых, очень мелкие, вкусные, зреют на черри, кусту. Черри, да, но они прям обалденные и очень урожайные. Видите, какими гроздями. В конце сентября не вызревшие помидоры гроздями вот так прямо я срываю и в теплице вешаю наверх, они сами дозревают еще. Вы посынкуете, да? Нет, их посынкую, но не так, как обычные помидоры. Посынковать их можно
Ну, вот видите, вот 2-3 плети пустила, и они как бы сильно пасынков не дают. Они Понятно. такие. То есть, смотрите, нужно обязательно приподнять, да, чтобы на земле они не лежали, Нет, вот эти кустики? дело в том, что они высокие, если они будут на земле лежать, они будут, видите, какие они махровые, сильно густые, они будут Ну и возможность не такая... опыляться не будут, видите, А. шмелики опыляют. Видите, они какими гроздями цветут, во-первых, красиво, как цветы, и очень много завязывается плодов. То есть, если они останутся у вас на огороде, это еще и такая угроза, что они могут заболеть чем-то, Да, да? конечно, То есть фитофтора. хозяйкам необходимо своими помидорами заниматься очень, ну, скажем так, тщательно. Да. Очень коротко, в 2 словах, как вы их проливаете и почва. Так, помидоры я поливаю раз в неделю. Поначалу я, конечно, пока они хорошо набрали зеленую массу, я поливала удобрением из травы. У меня там и крапива, и все сорняки, которые вот у меня там стоят, бродильные мои бочечки, да. А так, сейчас я уже удобряла недавно специальными комплексными удобрениями для томатов, так и называется, да, ну, это из магазина. И вот недавно еще проливала полностью весь свой двор, все свои саженцы, цветы, кусты суперфосфатом. Фосфор, калий сейчас им очень нужен для, как говорится, для хорошей зимовки. Уже зимовки, да? Зимовки для всех цветов, растений, многолетников, но и для помидор в том числе. Анна Петровна у нас заболела, как я понимаю, многолетниками. Да, многолетниками. Да. Ага. Ну, тут давайте я покажу немножко свою клубнику. Клубнику я выращиваю с 2011 года. Покупала саженцы я с Покровского Янисх. У Белевцовой. Ягодки, Белевцовой, да. Ягодка очень крупная, много ее. И сейчас уже, конечно, остатки идут, да, но, по крайней мере, она в этом году дала отменный урожай. Ну и продолжает плодоносить. Да, она еще плодоносит, еще даже цветет немного, да. Дело в том, что сейчас такое время, что в последнее время стали, видимо, за счет завозных растений появляться новые насекомые. Насекомые называются вот эти уничтожители трипсами. Трипсы, значит, они очень мелкие, их так вот ни за что не увидеть. Да, вот смотрите, определяем по цветочкам, смотрим на цветочек, вот так его бьем. И если в нем внутри что-то бегающее есть, вот видите, у меня тут ничего бегающего нет, да, черненького, То есть мелкого. вы уже пролечили? Я лечу беспрерывно биопрепаратами, потому что эту клубнику мы же кушаем, и ей нужно, внуки едят, поэтому я ее постоянно биопрепаратами. Я покажу, какие биопрепараты я приобретаю постоянно, что-то новое и новое, потому что эти насекомые потом имеют как бы свойство привыкать к одному препарату, и уже не действует этот препарат на трипсов. Поэтому с трипсами нужно бороться. И если с ними не бороться, какая проблема? Ягода не будет завязываться, пустоцвет будет, и ягода будет вся корявая, вся косая, кривая, ну и урожай теряем. Поэтому, конечно, уход, страшно много ухода, конечно, требует клубника. Она еще к тому же усатая, видите, она где уже плодоносила, я уже начинаю где-то пришпиливать усы. Вот такие шпильки у меня. И я вот этими шпильками беру, вот видите, кончик, вот этот кончик, вот видите, уже она, вот это я отрываю усик, он лишний, и вот этой шпилечкой, да, пришпиливаю клубнику к земле, все. Она уже у меня к сентябрю даст хорошие большие корни. Ее можно вот отрезать от материнского куста и уже отсадить в другое место. То есть таким образом вы размножаете? Да, размножаю. От одного куста где-то 5-6 нужно оставить. Вот видите, вот они уже сами вот такие, как бы с маленькими такими уже корешками. Их только нужно присадить в землю, ну, можно и без шпильки вот так, и она уже будет укореняться, эта клубника. Здорово. Она как? Нет, она не ремонтантная. Это сорт зимующий. На вот таких высоких грядках она у меня растет. Видите, грядка, высота где-то примерно сантиметров 15, да? Все из-за чего? Потому что у меня здесь низина, вода очень долго стоит. У соседей уже картошку садят, а у меня здесь в это время еще вода стоит, хлюпает. Поэтому клубника, конечно, если вымокать будет, она не будет плодоносить. Она Ясно. С землей что у нас здесь? Так, земля, перегной она сильно не любит. Земля должна быть такая более тяжелая, с песком.
песочком, немножко перегной все равно я сыплю, но, по крайней мере, если удобрить ее сильно перегноем, то она зажирует, будут огромные, толстые, жирные листья, ягоды будут мало, цветение будет страдать, конечно. Опилки добавляете? Нет, опилки я никогда не пользуюсь опилками. Каким-то куриным пометом или чем-то вот пользуетесь? Куриным пометом я пользовалась в самом начале, где-то в конце мая, начале июня, когда только-только они выходили из земли. Они же у меня зимующая клубника, да. Я ее закрываю на зиму пленкой, весной открываю, и она начинает у меня выходить из розетки молодые листочки. Чтобы они были крепкими, я пролила куриным пометом один раз всего лишь, очень таким слабым раствором, для того, чтобы она немножко, это азот, чтобы немножко клубника начала расти, набрала свою зеленую массу. Здесь у меня ряд полностью красная смородина, ряд жимолости. Но смородину вы уже собрали? Смородина красная, да. Смородина собрана уже. Она цвела, она мне немножко посыпалась, я ее собрала. Жимолость у меня стоит 6 сортов здесь, и там перед домом еще 3 сорта, 9 кустов. Обратите внимание, смотрите, у Анны Петровны, да, вот эти все огородные культуры, они рассажены в грядке. Это тоже для кого-то может быть, это, во-первых, ну, как бы собирает как-то, да, ну, как-то упорядочивает, да, ваш огород, да. Ага, в грядочках. И помимо этого, посмотрите, с красной смородиной очень хорошо подружилась земляника. Земляника садовая, она мелкая, но внуки бегают, щипают ее. Она сама себе растет, я ее не закрываю, даже забываю поливать. То есть клубника, земляника. Да, клубнику поливаю, поливаю плотно, хорошо, раз в неделю, а смородину, конечно, раз в неделю говорю, через 2-3 дня, а смородину поливаю реже, ну и тут перепадает вода земляники. Конечно, урожая, и особенно в этом году у нас лето очень засушливое, поэтому, конечно, поливу нужно уделять чаще, да. Очень жарко, очень жарко. Пристальное внимание. Ну и по поводу, тоже в грядке сидит жимолость. Да, отлично себя чувствует. Тут несколько сортов. Тут у меня растет герда, золушка, голубое веретено, немножко с горчинкой, и бакчарский великан. Там же челябинская в самом начале. Ягода крупная, вкусная, сладкая, садовая. Уже давно-давно собрана. В этом году было у нас нашествие птиц. Видите, я все везде развесила. Вот, да. Посмотрите-ка, Сзади. отпугиватели какие. Не помогло. Птицы какие-то огромные сюда прилетали, у меня прямо толпой ныряли под кусты и тут склевывали ягоду. Пришлось мне срочно где-то еще и полузеленую собирать. Потом вот поставила вот такой ветряк вот сзади, да, над клубникой. Ветряк орел. Как только его установила, вот прямо ни одной птицы. Как начинает ветер дуть, он начинает своими крыльями махать. И птицы наши боятся, видать. Боятся, да. Марин корень я привезла, посадила давным-давно, ну, говорю же, где-то лет на 20 назад, с Москвы привезла. И вот он у меня такой огромный, надо его, конечно, было бы немножко разделить, потому что у него такие огромные такое огромное корневище. Вот на этой высокой грядочке он так и растет у меня все эти годы. Как я за ним ухаживаю. Ему комфортно очень, видимо. Ему комфортно, да. Единственное, в этом году дожди же были целую неделю, и сильные ветра, он у меня развалился. Вот пришлось тоже срочно сделать ему опору, ротангом оплела. Тоже ротанг. Да, очень удобно, чем просто сетка стояла бы. А да, так и смотрите, удобно. ротанг красивый, и он еще вот дополнительно дает воздух. Ну, как бы, и воздух, да, проветривание. И стяжку дает, да? Да, если плотные опоры закрыть, то, во-первых, поливать неудобно, во-вторых, проветривание корням нужно, потому что пионы особенно, да вообще все цветы очень сильно могут болеть мучнистой росой. Сейчас такая мучнистая роса интересная, что есть, когда вот белый налет, а есть американская ложная мучнистая роса, которая не видна глазу. Стоял куст, раз, пожелтел, листья все опали, голые ветки стоят, ягоды висят. Вот это называется ложная мучнистая роса, от которой нужно тоже было бы делать профилактики. Я там сейчас покажу, какие препараты есть для этого. Есть, будет болеть, не будет болеть. Сейчас у меня очень большой сад. Если что-то заболеет одно, начинает болеть другое. Поэтому приходится мне почти еженедельно по выходным делать опрыскивание. Огород большой. Там у меня дальше есть... Тут, конечно, вместе со смородиной у меня еще и цветы растут. Тут у меня еще яблони маленькие растут, маленькие яблочки. Вот, тут у меня получается цветочков немного. Крыжовник растет. Тут у меня крыжовник, называется командор. Ему уже сколько лет, 5, наверное. Ягода крупная, он бесшипный.
Вот подходим к моим яблоням. Когда вы у меня были, яблони, я посмотрела Да. нашу передачу старую, они у нас, оказывается, совсем были маленькие. Ой, Видите, какая какие они сейчас большие стали, милота. высокие, да. Да. Также и растут, но я потеряла урожай, из-за чего? У меня, я вам уже говорила, здесь у меня болотина, да, получается, я цепку там сделала, вода, подводные зимние, нижние подземные воды, видимо, больше пошли в эту сторону двора, и яблони же, когда идут вверх, то чем они выше, на высоту дерева, столько же идут вниз их корни. Получается, корни полощутся, достали, а у меня вода где-то на расстоянии от верха, где-то сантиметров 50-60 уже вода. О, скажите, а вот если вы бы взяли и подрезали, чтобы она пошла как бы... Вот, смотрите, подрезаю, видите? Вот эти макушки все подрезаю. И вот сейчас, 1 августа, я начну вот эти все макушки вот так обрезать. Для того, чтобы зеленый конус успел вызреть, и они у меня не вымерзли, видите? Почему они у меня не идут ввысь? Они должны быть деревьями, быть 2, 3, 4, 5 метров. Из-за того, что они находятся в воде, да, близость к они воде. болеют, во-первых. Во-вторых, они у меня хлорозили очень долго, до сих пор еще видно, вон там, видите, такие вот более желтые листочки, то они у меня еще и, как говорится, поневоле их обрезаю, чтобы они немножко, как говорится, перезимовали, не вымерзли. Поэтому в этом году у меня яблок цвели Увы. очень скудно, увы, яблок нет, да. Это у меня можжевельник казацкий, да. даже здесь, да? Ему уже тоже где-то лет, наверное, 9. Он как был посажен маленьким совершенно тросточком вместе с этими яблонями, так он и растет. Хотя говорят, что... И разросся, да, за Да, это время? говорят, можжевельники нельзя садить вместе с яблонями, потому что они дают хвойники какие-то, ну, как бы заболевания в виде ржавчины. Ржавчиной ни он не болеет, ни его друзья яблони не болеют. Были посажены одновременно, по крайней мере, яблони у меня от него ничем не заражаются, он такой красивый, вот сам себе растет. Я его на зиму не закрываю, единственное, только в апреле месяце, как любые хвойники, я его закрываю от палящего апрельского майского солнца, потому что он может подгореть, и иглы могут быть, иголочки, не иголочки, а хвоинки могут быть желтого цвета. Вот, это у меня называется кустарник ругоза. Роза морщинистая. Цветет вот так шикарно все лето до снега. Вот такие круглые, крупные ягодки. Они сейчас еще зеленые, их не видно, да? Видите, вот какие, да? И завязываются после того, как она цветет. Ягода очень вкусная, это шиповник. Он такой мясистый, такие крупные помидоры, как помидорки они. С косточками? Да, как обычный шиповник, просто что круглой формы ягодки. И тоже не укрываю, сам себе этот кустарник растет. Ему тоже где-то около 20 лет. На одном месте вот так он стоит, растет. Аромат такой, тут столько шмелей, видите, он все цветет и цветет. Так, пройдемте сюда. Здесь у меня тоже помидоры. Помидоры мы любим есть. Тут у меня сорта тоже стоят «Поцелуй герани», хаяхсыт и какой-то я еще садила сорт, господи. А хаяхсыт, он же обычно лежит как бы, да? А у вас вы их вот, поставили, он подвязали. Вот видите, он у меня невысокий, да, но из-за того, что, видимо, здесь темно, видите, какие у меня тут заросли, да? Еще надо немножко их пообрезать было бы, эти листочки. У меня он, видите, это вытянулся, высокий. Ну, то есть, при том, что ученые создавали для того, чтобы облегчить жизнь домохозяйкам, да, ну и вообще огородникам, его не надо было посынковать, и он должен просто лежать на грядочке. Но вы его поставили и немножко попосынковали. Мне так удобнее и красивее, эстетичнее. Да. Вот, это я... Ой, благоустройство. Вот тема да, благоустройства дачного участка, да. Получается, вот эту зону я, когда у нас был старый дом, мы здесь жили, я этот прудик сделала, ну, сколько уже, лет на 12 назад, обложила покупную ванночку, ванночка, как пруд называется, да, обложила этим кирпичом и цементом замазала, да, и камушки прилепила. Точно так же вот с сыном ездили, собирали на речке камушки вот эти речные и сделала вот такую как бы зону отдыха. Зону отдыха перед фонтаном. Перед фонтаном, да. Это не камни, вот в основе своей, это цемент. Дорогие друзья, обратите внимание, в YouTube очень много мастер-классов
как изготовить вот такого рода камни, своими руками, рукотворные камни. Ну, а наша хозяйка дачи просто добавила, так сказать, колорита камушками, да? Да, Вы еще да, утопили да. камушки, и Мгм. очень красиво получилось. Ага, там у меня дикорос растет, называют его якутский золотарник, из лесу выкопанный. Очень красиво, так давно цветет, уже Ой, где-то такие третью золотые цветы, неделю. действительно. Третью неделю Всё цветет, да. усыпано. И А вы здесь его, рябинолистник растет, тоже очень красиво цветет и цвел, и цвести еще собирается дальше. Видите, он все дает и дает новые еще соцветия. Дикорос, который у нас тоже в лесу местами произрастает, красиво смотрится. Пойдемте дальше. Мгм. Двор большой, хочется, чтобы все посмотрели. Тут у меня кабачки временно пока сидят. Это у меня яблони сибирки. Вы их не прививали там Нет, какими-то нет, более нет, это благородными сибирки, сортами, да, они очень старые, им лет 25, наверное, по 30 уже. Ну, вот эта яблоня, видимо, сидит очень хорошо. Она не страдает от А видите, они выше избытка влаги. сидят, видимо, ага, и тут в этом месте как бы слив туда идет, и, видимо, им все же меньше. Им хорошо и Да. им комфортно. Тем не менее, макушка тоже должно было быть дерево высоченным быть. Тоже макушка подсыхает и подсыхает. Это о чем говорит, что корни все равно в воде, а раз корни в воде, то макушка будет поневоле сохнуть. Здесь был песок, я сюда привезла землю, с сыном тут все распределили землю, и я посеяла газон. Этому газону тут 3 года, каждые 2 недели я его кошу. Вот такая у меня хорошая, удобная косилка есть. Она у меня уже тоже давно, очень давно. Викинг фирма. Очень удобно. Я прямо с ней езжу и кошу полностью всю траву. И красиво, и очень удобно. Ручным триммером неудобно так красиво, ровно не покосишь. Это вот маленький колорит несла на газон. Вот эту коряженьку вы где взяли? Ой, не поверите, на помойке. Кто-то со двора своего вытащил, выкорчевал, выкинул. Я поехала на машине, привезла с сыном тоже. Вот, друзья, видите, как из всего, что вокруг, можно сотворить вот такую Да. красоту своими руками. Вот рябинок-кизильник, видите, весь в ягоде. Ягода очень много, вот она еще не спелая. Когда созревает, полностью весь 2 куста у меня полностью, они все в бордовых, шикарных вот этих ягодках. А когда выпадает снег, какая красота. Красота, да. Оставляю ягодки для птичек. Птички потом потихонечку до весны их все белочки, видимо, съедают, потому что весной прихожу, кусты уже голые. Ну, тут у меня старая баня. Около бани у меня здесь с 2 сторон в палисаднике росла малина. Там малина еще растет. А эта малина сын мне с Новосибирска привез много лет назад, когда был студентом. Я ее пересадила вот прошлой осенью вот на эту грядку. Вот такой урожай. Она Ничего очень... себе, студент, посмотрите-ка, такой Урожай. молодой и как-то Нет, по просьбе мамы. Да, это было 15 лет назад, еще студентом был, я попросила привезти. Пошел на рынок в Новосибирске, И купил у купил. бабушки, сорт не спросил. Тогда мы вообще не нуждались в сортности. Сейчас это мы все хотим знать, какой сорт растет, что это, как называется. А тогда я не знала. Видите, какая она урожайная. Она малошипная, видите, вот потрогайте. У нее вот есть колючки, но они очень такие не безобидные колючки. И вы как-то обрезкой занимаетесь каждый год? Да, смотрите, как только малина у меня отцвела, отплодоносила, ягодки собрала, осень наступила, я полностью вот эти отплодоносившие Старые. ветки старые я обрезаю. И Даете молодому поколению вот молодые ветки, набрать которые силы. идут, да, вот эти ветки будут на следующий год давать ягоду. Им все внимание. Во-первых, надо каждый, уже начинать уже обрезать макушки для того, чтобы у молодых, для того, чтобы они Пошли в сторону. да, они ветвились, тогда тоже ягоды будет больше. Не так одной палкой, как это Да. стоит, да? Ну, то есть вы забыли в свое время, видимо, Нет, хоп. есть, вот видите, есть, но они как бы мало. Смотрите, тоже хлорозит. Видите, листья какие желтые? Здесь вот у меня, почему вот баню хочу уже отсюда убрать, потому что не пользуемся. Сверху вниз идет вода снеговая, и вся стоит под баней. Баня, считайте, у меня всю весну стояла в воде. Из-за этого в этом месте подземные воды очень близко
из-за этого страдают растения, хлорозит стоят. Вот почему я немножко приподняла, там совсем было бы плохо им. Мой опрыскиватель, которым я очень тяжелый, 16-литровый. Я вот такую тачечку приспособила под него. Я наливаю раствор только 10 литров, 10-литровое ведро, потому что 16 это будет очень тяжело для меня. Да? Вот так я его подстегиваю и опрыскиваю весь свой сад. Очень удобный, компактный, такой хороший, на колесиках у меня опрыскиватель. По лекарствам хотела бы показать. Давайте, по покажите удобрениям. свою аптеку зеленую. Да, ну суперфосфат это вообще самый необходимый, по-моему, для всех. И саженцев, и цветов, и кустов, и плодовых, для всех. Для цветов постоянно приобретаю что-то такое комплексное, потому что самой подбирать можно или сжечь цветы, можно или, как говорится, переудобрить. Поэтому я покупаю всегда комплексные. Монофосфат калия. Сейчас очень нужен фосфор калий. Вот сейчас уже начинать, уже один раз я обработку провела по листу, сейчас буду поливать под корень. Тут фосфора 50%, калия 33%. Очень удобный препарат, удобрение. Клубнику. Вот такое покупала удобрение, комплексное тоже, да. Тут так и написано, раз в сезон применения. Весной, когда я вот вам говорила, я пролила куриным пометом, и через неделю внесла вот это удобрение. Очень удобно, пролонгированного действия на целый хватает. Там и фосфор, и калий, и цинк, и железо, все микроэлементы, какие нужны для развития клубники. Анна Петровна, огромное вам спасибо, что вы снова нас гостеприимно пригласили на свою дачу, показали все свои новации на этой даче и поделились примером самоотверженного такого труда. Да. Это столько труда, действительно, за 3 года у вас дача с каждым разом она все хорошеет, превращается в прекрасный оазис замечательного отношения вообще к природе, к своему благоустройству, да, и желаем вам дальнейших успехов в вашем таком нелегком, но прекрасном труде. Спасибо. И будем пробовать мотать на ус все ваши советы, будем опробировать на своих огородах. Хорошо. Спасибо.